Ингушетии была обнаружена мертвая известная российская правозащитница Наталья Истемирова. Незадолго до этого она была похищена в соседней Чечне. Ее труп со следами насильственной смерти был обнаружен близ города Назрань. Да, сейчас прошло уже ровно 10 лет. На днях исполнилось в июле этого года. Как убили Наталью. Я помню тот момент, когда это все произошло, этот день, что этого не может быть, это какая-то ошибка. То есть, когда где-то что-то случалось, люди в первую очередь бежали к ней. К ней люди обращаются, они пишут быстренько, грамотно заявление в прокуратуру, в милицию, в республиканскую, в городскую, в федеральную, все. Поднимает шум, если в течение, как она рассказала, в течение нескольких часов быстро шум поднять, людей могут отпустить. Здравствуйте, это Дмитрий Флорин вас беспокоит с Кавказского узла. Я по поводу Альбековых, то есть вы могли бы сейчас мне рассказать, что у вас, какая информация есть? То, что в Джигурте там случилось, в Курчеловском районе. Я еще вам отправлю информацию, потому что у вас какой-то вал по преступлению идет. Да. А вы сейчас не можете рассказать, что там еще? Сейчас хотя бы, если предварить. Значит, им категорически запретили говорить. В семье? Значит, сказали, что они должны говорить о том, что Рамзан умер от сердечного приступа. Так, а это кто это им сказал? Те же самые, видимо, кто и стрелял. Какая-то официальная реакция есть власти? То есть обращались же уже в прокуратуру, как вы пишете сразу заявление в милицию? Нет, они не обращаются никуда в прокуратуру, потому что им запрещено это. То есть как запрещено? Ага, все хорошо, понял. Я хочу повторить то, что много раз уже говорил. Меня спрашивают, кто виноват в этом убийстве. Я знаю имя этого человека, я знаю его должность. Зовут его Рамзан Кадыров. Председатель, а его должность президент Чеченской Республики. Тогда, 10 лет назад, ведь это дело вызвало такой резонанс, и будучи тогда президентом Российской Федерации Дмитрий Медведев взял под личный контроль это дело, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль это дело. Казалось бы, все, власти России говорят, что мы сами заинтересованы в том, чтобы раскрыть это преступление, что это там чуть ли не дело чести сейчас для нас. И за все эти годы только что появилась какая информация, что якобы к убийству Натальи причастны люди, которые входят в некий бандформирование в Чечне, и убийцы скрываются в Европе, и Россия никак не может их получить из Европы обратно. Все это кажется такой чушью, потому что нет никого более заинтересованного в том, чтобы Наталья прекратила свою деятельность и прекратила вообще жить, чем правительство Российской Федерации и власти Чеченской Республики. В Чечне создано условия, когда можно каждый день похищать людей безнаказанно, убивать, доставлять их в секретные тюрьмы. И именно расследованием таких преступлений занималась Наташа Истемирова. По крайней мере, недругом ее, совершенно стопроцентным, была вся кадыровская власть, которая, понятное дело, является продолжением кремлевской власти. Кому Наталья реально делала, скажем так, плохое настроение, мягко говоря, так это именно власти России и власти Чечни, потому что она оставалась последней, кто открыто говорил о похищениях людей, о бессудных казнях. Когда мне Паська, тоже наш руководитель написал, что где-то в обед уже было, что ее похитили. Сначала же знали, что похитили. У нас должна была в этот день в Грозном встречаться со Следственным комитетом с людьми. И думаю, ее похитили, и начали уже шум поднимать. Звони туда. Думаю, да нет, это ерунда все. Кто-то слишком задергался сильно. Кто ее куда может похитить? Потому что туда поехала Ганушкина, там тоже правозащитница мемориала и так далее. А они встречаются сегодня со Следственным комитетом. Они вчера встречались там тоже с людьми из власти. Кто с ней сейчас что сделает? Потому что это уже вообще просто... не может такого быть. Скорее всего, где-то кто-то с кем-то что-то не договорился, она куда-то уехала или задержалась, и сразу перепугались, подняли шум. Думаю, ничего с ней не может случиться с ней, ничего. Не может такого быть. Наталью Истемирову убили, потому что она занималась тем, чем запрещено заниматься в Чечне. Она рассказывала правду. Потом, когда сказали убили, что тоже говорю, ошиблись, скорее всего. Может быть, с кем-то спутали и так далее. То есть кто-то точно установил, что она и так далее. А потом уже прислали эту фотографию. Она же там несколько часов еще лежала, мертвая уже.
Люди ходили мимо, мухи на ней там уже садились, а получилось так, что вот она людей защищала, а эти люди проходили мимо, даже никто не смотрел, что там с человеком. Потом уже обратили внимание, что она в крови и уже лежит несколько часов. Тогда еще во время разговора я был удивлен, когда Наталья открыто сказала, что расстреливали людей милиционеры Курчелоевского РОВД Чечни. Я еще переспросила, как стало известно, что это именно милиционеры, то есть были нашивки, все. Она сказала, этих людей убили милиционеры Курчелоевского РОВД. Казалось бы, вот он след, берите, пожалуйста, берите этих милиционеров, берите свидетелей, берите, проводите допросы, но нигде. В течение этих лет я нигде ни разу не видел, чтобы в деле было что-то слышно о том, что этих милиционеров допрашивали, кто в этот день был на дежурстве. И получается, что она только мне заявила про то, что сотрудники правоохранительных органов участвовали в бессудной публичной казни. На следующий день ее убили. И нигде не фигурируют эти милиционеры, и нигде не слышно о том, чтобы кто-то проводил расследование в этом направлении. Последние материалы вызвали крайнее негодование на самом верху власти Чеченской Республики. В 2009 году следственная группа под руководством следователя по особо важным делам Соболя искала меня. Я не знаю, откуда они взяли мои координаты, но мне стали приходить письма с просьбой, с требованием встретиться, дать показания. Я был готов тогда пойти и рассказать все, что я знаю. Ну, в принципе, ту аудиозапись нашего последнего разговора, вот именно об этом инциденте, о расстреле людей, я ее как мог только быстрее выложил, опубликовал в интернете. Попросили прийти пообщаться некоторые российские правозащитники, которые как бы были в теме. И после часового разговора со мной они сказали: Дима, не надо тебе ходить на встречу со следствием. Потому что, в принципе, информация, которую Наталья передала, и которая, скорее всего, и стала причиной ее смерти, ну, помимо всего-всего, получается, эта информация осталась только у тебя. То есть ты последний свидетель, который слышал это от Натальи, который может подтвердить, что она это говорила. Поэтому есть такая опасность, что, с тобой может что-нибудь случиться. Да, вспомнили многие издания, спасибо вам. Вспомнили друзья Натальи, правозащитники из Москвы, по всему миру. Спасибо вам, что не забыли. Вот. Но, тем не менее, убийство так и не расследовано. Хорошо, сейчас тогда вы с нами проследуете в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Я проследую. Все, прошу вас, пойдемте. Если убивают даже те, кто должен тебя спасать, то кто спасет тебя? Прости, Наталья. Ни уберечь не смогли, ни добиться наказания для тех, кто это сделал. Я не могу не помнить, как мы ходили тогда с Асей Чедаевой, как мы с Юсупом ходили. Как мы ходили от дома к дому, как нам приходилось прятаться, когда на другом конце улицы показывался БТР или Урал. Как нам приходилось уходить дворами, и как берегли люди, и как они хотели о том, чтобы эту правду узнали.